Ассаламу алейкум, господин Жириновский. К вам обращается житель Кыргызстана по профессии учитель Туркматов Сапарбек. Я прочитал ваше обращение к Кыргызстану, и вы делали митинг в посольстве России в Кыргызстане, который находится, и ваши высказывания. Я хочу с вами поделиться своими мнениями. Мы, жители Кыргызстана, очень дружно, с веками, наша история создана вместе, русскими живем очень хорошо и дружно. Мы соседи и очень дружелюбно живем. Вы очень глубоко ошибаетесь, господин Жириновский, что мы с русскими не так обращаемся. У нас все хорошо, даже очень хорошо. Теперь к вашему обращению. Господин Жириновский, вы же закончили, как я знаю, ЕМГУ, востоковедение. Вы должны быть дипломат, вы же депутат все такие. Один наш физическое лицо это не показывает наше лицо страны. Вы вот это должны запомнить. А теперь вернемся к истории. История это должна быть утверждена только фактами. Без факта это не история. Вы же историк. Вспомним Великую Отечественную войну, 41-45 год. Тогда у нас единый Советский Союз был, Родина. И наши кыргызы, в том числе, на фронт уезжали 300 тысяч, более 300 тысяч, а вернулись половина. Погибли 150 тысяч наших воинов, красноармейцев. Они же тоже ради Родины, ради Советский Союз служили и отдавали свою жизнь. Они никогда не делились, ты русский, ты украинец, ты белорус. Мы же дружная семья были. Умирали за Родину, за Советский Союз, за Сталина. Бросались под танком. Это наши народы такие подвиги показывали. Теперь вам факт. У нас есть герой Советского Союза, один из первых, Чолпонбек Телебердиев, Талас. Он в Воронежском фронте в 1942 году, а родился он в 1922 году. Ему было всего лишь 20 лет, когда он накрыл своим телом амбразуру. Вы представляете, ему было всего лишь 20 лет. Он же тоже погиб за Родину, господин Жириновский. Он же там не говорил, что он русский, что он украинец. А представляете такой подвиг? Это был очень редкий подвиг. Между прочим, Александр Матросов родился в 1944 году. А накрыл он амбразуру своим телом в 1943 году. Я очень внимательно прочитал насчет Александра Матросова. Когда наш Чолпонбек Телебердиев накрыл дзотом, ему было 20 лет. Александр Матросов только призывался в армию, ему было 18 лет. Видите, наш народ какой воинственный народ. Накрыт своим телом амбразуру, чтобы войска прошли. Он накрыл где-то 3-4 минуты, дал им время, чтобы наши войска пошли вперед. Это разве не подвиг? Это не любовь ли к Родину? Это большая любовь к Родине, господин Жириновский. Вы очень ошибаетесь, когда говорите о кыргызах. Мы очень миролюбный, дружественный народ. Мы очень любим русских. Я сам вырос среди русских, и у меня все друзья русские. Так что не надо никогда ошибаться. Приведу еще один пример вам. 28 панфиловцев, которые защищали Москву ни шагу назад. Есть у нас герой Советского Союза Дюшенкул Шопоков. Сейчас есть у нас город Шопоков называется. Он защищал и бросался под танк, защищая Москву, нашу родину, которой вы жили в Казахстане, в Алмате, а я в Кыргызстане. У нас таких героев очень-очень много, которые любили свою родину и своих товарищей, русских, украинцев, они никогда не бросали.
А вот его жена, Керимбибы Шопокова, вот вам еще один факт. Он работал после этого на свекле, и своим звена у них были. Они накопили деньги на танк и подарили нашему родину один танк из своего зарплату и отправляли на фронт. А у нас в тыле были очень много работников, которые все за фронт. Последнее зерно отдавали Советскому Союзу, нашему родину, табак, одежду. С 14 лет они начали работать. Тогда был лозунг «Все для фронта». В тыле было очень много работы, которые дети работали. Господин Жириновский, это разве не любовь к родине? А вы делаете дешевый пиар какой-то. Я знаю, скоро у вас выборы, и вот вы зарабатываете себе очки. Насчет иммигрантов. Наших иммигрантов там очень много. Я согласен с вами. Но они же поднимают экономику России, не нашу. И более 500 тысяч иммигрантов – это гражданин России. Они же тоже поднимают экономику России. И я тоже хочу, чтобы наших иммигрантов никто не говорил, что он кыргыз, что он русский. Мы должны жить дружно. На планете более 7 миллиардов человек. Есть 5000 наций. Мы должны на этом планете Земля должны жить очень дружно. Вы будьте осторожны, когда высказываете о нашем кыргызском народе. Мы независимая страна. Я хочу поделиться, я не согласен, что только одно слово мы говорим, что Россия наш стратегический партнер. Не только стратегический партнер, у нас история одинаковая. Нас узлы связывает, история, что мы защищали вместе нашу родину. А если в 1941 году гитлеровцы Германия выиграли бы, вы бы сейчас так не говорили, господин Жириновский. Вы были бы тоже рабами Германии. Потому что 15 социалистических стран вместе защищали эту же Россию, Советский Союз. А то вы тоже были бы рабами. И вы никогда не были бы депутатами и не говорили бы. Вы сейчас работали бы на шахте и стали бы больным человеком. И никогда не были бы депутатом. Господин Жириновский, не надо людей делить на нацию, что он узбек, киргиз. Наши иммигранты должны работать. Время придет, мы тоже станем сильной державой. Независимой, сильной державой. Вот это я вам хотел сказать, господин Жириновский. Очень будьте осторожны, когда высказываетесь о народе кыргызов. Мы очень дружно живем. Мы не делимся нациями никогда. Мы одна семья. До свидания.